Что следует предпринять, чтобы водители перестали нарушать правила дорожного движения? Даже не знаю, мне кажется, они всегда будут нарушать правила дорожного движения. Вот и все. Повысить штрафы, их так повысили, все равно не знаю. Наверное, больше внимания обращать, ну, вот, и рейды делать какие-то, наверное, вот так вот только. Я думаю, что в первую очередь водителям надо следить за тем, как они едут, и даже ставя вот эти лежачие полицейские, они не смотрят, то есть они пролетают. Я думаю, что надо просто увеличить штрафы. Я так думаю, чтобы немножко водители задумались о правилах дорожного движения. Они не соблюдают. Голову надо иметь, потому что ездят тут всякие водители, которые только водители на бумаге. Прежде всего порядок, внимательность, воспитание молодежи особенно. Общее воспитание людей, оно позволит тому, чтобы люди были уважительны друг к другу. И это получится так, что люди будут и уступать и на дороге места, и места в автобусе, и просто вообще повышать культуру. Нужно, наверное, как в Беларуси, ввести конфискацию. Если ты сел пьяный за рулем, тебя споймали, машину конфисковали. Я думаю, вот так. Значит, надо провести пропаганду, чтобы меньше покупали иномарок. Я как водитель говорю, что они иномарки не чувствуют скорости на иномарке. 200 километров идут и так далее. Дороги у нас плохие. Гололед, тормозит и авария. И дороги плохие. Быть внимательным, наверное. Не нарушать ничего, никакие правила движения. И пешеходам, и водителям. Внимательным, просто внимательным и все. Соблюдать правила. Думаю, штрафы надо увеличить побольше. Ну и чтобы ДПСники везде стояли, смотрели за ними. Только ужесточение наказания и все. А вот какие? Штрафы повышать. Как можно больше штрафовать их, чтобы они не нарушали, почаще проверять. Потому что пьяные за рулем ездят, я это точно знаю. И обкуренные всякие ездят. Да вообще всяких хватает. Особенно молодежь хулиганит. Быстро очень ездит. Ну, я думаю, будут всегда нарушать. Потому что спешат на работу, там, на дачу. Все равно выгодно, ну, есть желание быстрее проехать. Например, даже на желтый свет. Нарушать будут всегда. Штрафы еще увеличить. Ну, ужесточили уже штрафы. Осталось только, на каждом светофоре камеры повесить. Специальные средства видеофиксации. Проводить беседы, наверное. Увеличить, не знаю, наверное, число различных мероприятий образовательного характера. То есть проводить какие-то семинары дополнительные. Ну, при сдаче ПДД тоже жестче подходить к самой оценке. Отбирать права и все. На какой-то срок, конечно, вот и весь разговор. А то половина там, наверное, куплены права, я так думаю, потому что едут, видно, что препятствие, этот полицейский лежачий, они все равно едут, но некоторые очень культурные. Кстати, у меня племянник приезжал с Питера, сказал, по сравнению с питерскими наши водители культурнее.